В Коми проходит операция «Трасса». Сотрудники ГИБДД в усиленном режиме дежурят на аварийно опасных участках дорог и в местах концентрации ДТП. Прежде всего, они проверяют соблюдение водителями скоростного режима и техническое состояние автомобилей. В один из таких рейдов в Сыктывдинском районе вместе с автоинспекторами отправился и Антон Булаев. 14-й километр трассы Вятка. Сотрудники госавтоинспекции останавливают практически все машины. Здравствуйте! Лейтенант полиции Гичев, документы ваши. В операции принимают участие и сотрудники собственной безопасности госавтоинспекции. Они не только контролируют работу инспекторов, но и следят за тем, чтобы закон соблюдали и сами участники дорожного движения. С начала 2015 года задокументировано уже 12 фактов дачи взяток со стороны водителей денежных средств сотрудникам ГИБДД с целью избежания привлечения их к административной ответственности. Так, из одних последних примеров приведу. 16 августа 2015 года в городе Вуктыле водитель КАМАЗа, находясь в состоянии опьянения, предложил сотрудникам ГИБДД вознаграждение в виде 50 литров горюче-смазочных материалов, чтобы избежать ответственности. Особое внимание сотрудники в форме обращают на коммерческий транспорт. И, похоже, не напрасно. Вопрос к вам. Ремнем безопасности каким образом пристегиваетесь? Как получается, да? Сейчас отстегнитесь. А теперь выходите. Что для этого надо сделать? Видите? Чтобы пристегиваться каким образом надо? Ну, конечно, так. То есть должен проходить поясовой и грудной, да? Да. Ремень имеет надрывы. За данную техническую неисправность водителю грозит штраф 500 рублей. Такую же сумму в ближайшее время придется оплатить и водителю этого грузовика. На лобовом стекле «Газели» имеется трещина, что правилами строжайше запрещено. Этот водитель при виде автоинспектора вывернул руль вправо, пытаясь обойти основной поток машин по обочине. На это у молодого человека была причина. Сам он не пристегнут ремнем безопасности, а у его автомобиля не горит левая фара. Нарушителя инспектор приглашает в патрульный автомобиль для составления протокола. С нарушением правил дорожного движения был согласен, то есть в отношении него было вынесено постановление. Фара не горела, так как бы пояснил тем, что во время движения лампочка перегорела. То есть пообещался исправить на месте, заменить лампочку. Нарушения имелись в каждом третьем остановленном автомобиле. Впрочем, большинство из них все же не самые серьезные. Это грязно нечитаемые номера, не пристегнутые ремни безопасности. Превышение скорости, выезда на встречную полосу или обгона в запрещающем месте автоинспекторы не зафиксировали. Впрочем, расслабляться автомобилистам не стоит. Операция «Трасса» продолжится до конца месяца. Антон Булаев, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган, Сыктывдинский район.